или как ее еще называют, остров свободы. Сколько загадочного и неизведанного таит одно лишь упоминание об этом островном государстве, затерявшемся в водах Карибского моря и Атлантического океана. Первые ассоциации, которые приходят на ум при слове Куба, это социализм, бедность и отсутствие основных благ цивилизации. Часто путешественники именно так описывают эту удивительную страну. Но, как оказалось на практике, все отрицательные отзывы о Кубе меркнут на фоне того душевного и разнообразного отдыха, который вам могут предложить здесь. Главное понимать, что, отправляясь в эту страну, ты едешь познавать уникальную культуру, природу и быт местного населения, а не сидеть на балконе отеля, уткнувшись в телефон и листая ленту Инстаграма. На Кубе для этого нет ни времени, ни желания. Знакомство с Кубой я начал с ее столицы – Гаваны. Этот город основали испанские поселенцы в 1519 году, но до их появления здесь жили индейцы. Гавана – один из самых красивых островных столиц мира. Старый центр города до сих пор сохраняет свой самобытный колониальный облик. Здесь немало старинных архитектурных памятников, представляющих большую историческую ценность. Где еще можно увидеть такое сочетание абсолютно несовместимых на первый взгляд явлений? Застывшую эстетику коммунизма в сочетании с архитектурой эпохи испанских колонизаторов. И все это на фоне райской природы тропического острова. Наиболее ярко эта невероятная палитра культур, эпох и стилей проявляется именно в Старой Гаване. Несколько основных районов Гаваны соединяет самая длинная в мире набережная Малекон, передающая необыкновенный кубинский колорит. Здесь проходят праздники, карнавалы и танцы. Гуляют многочисленные туристы и жизнерадостные жители Гаваны. Салям алейкум, Дуслат! Добро пожаловать на Кубу, остров свободы. И сейчас мы находимся около Капитолия, самого большого парламента в Латинской Америке. Одним из главных зданий Гаваны по праву можно назвать Капитолий. Он построен в начале 20 века, по аналогии с Вашингтонским Капитолием, в стиле Ренессанса. В центральном зале, под самым куполом здания, установлена величественная статуя республики. Она, кстати, входит в тройку самых крупных скульптур, когда-либо установленных в помещении. Многие исторические объекты Гаваны внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них следует особо выделить крепость Ля-Реаль-Фуэрса – замок королевской мощи. Она была построена в 1583 году в восточной гавани Гаваны и изначально предназначалась для защиты от нападений пиратов. Ля-Реаль-Фуэрса – старейшая каменная крепость во всей Америке. Кубинцы, вне зависимости от их достатка, умеют веселиться. Гавана – родина множества самых известных коктейлей в мире. Освежающий мохито, дайкири, Куба Либре – все эти коктейли сегодня можно заказать в любом баре мира. Но изобрели их именно на Кубе. Именно в Гаване находится один из 7 самых легендарных баров в мире. И называется он «Эль Флоридита». Именно в этом баре любил подтягивать свой дайкири сам Хемингуэй. Этот бар, колыбель дайкири, был построен в 1817 году и стал известен благодаря писателю Эрнесту Хемингуэю, который бывал здесь регулярно. В Гаване также можно встретить множество частных ресторанчиков со вкусной едой. Как правило, в своем названии они имеют слово «паладар». В завершении насыщенного дня, конечно же, стоит отметить великолепной кубинской кухни. В данном случае это лобстер, приготовленный по местному гаванскому рецепту, и фри из бананов.
Прогуливаясь по улицам Старой Гаваны, можно увидеть множество любопытных вещей. То мимо пронесется какой-нибудь допотопный советский автомобиль. Они, кстати, здесь на редкость хорошо сохранились. Кубинский автопром поражает своей красотой и старинностью. Правда, такие старинные машины в таком хорошем состоянии, которые на ходу работают и возят людей и дарят счастье. То придется стать свидетелем зажигательной сальсы, которые исполняют прямо на улице, возле старинных, потемневших от времени зданий. И зрителями при этом будут веселые темнокожие кубинцы с большими сигарами в зубах. Одним словом, в Гаване нужно быть готовым постоянно удивляться и радоваться жизни. Несмотря на бедность населения, недоступность интернета и отсутствие супермаркетов, кубинцы очень спокойная нация. Они великолепно относятся к туристам, особенно из стран бывшего СССР. Туристу следует учесть, что в Гаване, как и во всех остальных частях Кубы, мобильный интернет отсутствует в принципе. Его даже не встретишь во многих гостиницах. Как правило, Wi-Fi есть лишь в 5- и 4-звездочных гостиницах. Но чтобы им воспользоваться, вам придется купить специальную карту доступа. Цена по всей стране варьируется от 1 до 2 евро за 1 час интернета. Если уж останавливаться в отеле, то лучшим выбором, пожалуй, станет отель Националь де Куба. Он находится в историческом здании, построенном в 1935 году, и может дать фору многим фешенебельным гостиницам Европы. По территории отеля даже проходят экскурсии для туристов. И цена за ночь в стандартном номере здесь, на удивление, демократичная. Отдельно стоит рассказать о местной валюте. На Кубе их даже 2. Песо – неконвертируемая валюта, которой пользуется местное население. Туристы же пользуются другой валютой – куки. И ее можно свободно обменивать на доллары и евро. Но ехать на Кубу, конечно же, лучше с евро. Из-за плохих отношений острова Свободы с Соединенными Штатами Америки при обмене долларов здесь взимается дополнительная комиссия в размере 10% от суммы. Курс обмена на Кубе везде одинаковый, поскольку банковская система находится в руках государства. Также не стоит полагаться на банковские карты. При оплате ими всегда взимается комиссия от 3 до 5%. К тому же карты не везде принимают. Вдоволь нагулявшись по прекрасной душевной Гаване, я отправился за новыми впечатлениями на знаменитый кубинский курорт Варадеро. Он расположен на полуострове Икакос, в 140 километрах к востоку от столицы страны. Четверть века назад ЮНЕСКО признала Варадеро одним из самых чистых пляжей в мире. Дорога сюда из Гаваны на автомобиле занимает около 2,5 часов. Но для тех, кто желает прилететь на Варадеро напрямую, недалеко от курорта имеется международный аэропорт. Популярность курорта с каждым годом возрастает. Вдоль Варадеро расположились самые роскошные отели известных гостиничных сетей с европейским уровнем сервиса. Прочитав сотни отзывов, я выбрал отель Мелия Варадеро. И честно признаюсь, был приятно удивлен. Система «Все включено», 14 ресторанов системы а-ля карт, 5 баров на территории гостиницы и на пляже, ухоженные номера, вечерние шоу в амфитеатре, обходительный персонал и непрекращающиеся спортивные мероприятия на берегу моря. Все это Мелия Варадеро. Здесь я провел 5 незабываемых дней. И каждый мой день начинался с вкуснейшего завтрака и чашечки ароматного кубинского кофе. Про обеды и ужины излишне даже говорить. От разнообразия блюд здесь буквально разбегаются глаза. Но самое главное богатство этого места – удивительная природа. Красивые высокие пальмы, экзотические цветы, белый песок и, конечно же, Карибское море с его богатейшим подводным миром. Здесь кристально чистая вода, живописные коралловые рифы
и на удивление любопытные рыбки, которые совсем не боятся людей. Подводный мир Карибского моря лучше изучать в маске и в ластах. Кстати, Мелия Варадера предоставляет полчаса бесплатного снорклинга. Море эмоций и красивых фото под водой вам обеспечены. Отдельных слов заслуживают закаты на Варадера. Невозможно описать словами те эмоции, которые ты испытываешь, стоя на обрыве и наблюдая, как красное солнце тонет в водах Карибского моря, знаменуя окончание еще одного красивого дня. По дороге в Кайо-Коко, лучшие пляжи Кубы, мы заехали в маленький городок Санта-Клара, где установлен один из самых больших монументов, посвященных Че Геваре. Друзья, ни для кого не секрет, что я не курю. Но мне всегда было интересно, как же производится табак, сигареты, ну, в принципе, как и все, как любой любознательный человек. И сейчас я готов с вами поделиться тем, что я увидел. Вот так произрастает табак. Далее мы видим, как его сушат. В домике вдали можно наблюдать, как их уже скручивают в сигары. Большинство из нас любит сладкое, но не каждый знает, откуда берется сахар. Вы сейчас можете наблюдать, как произрастает сахарный тростник, из которого и получается такой продукт, как сахар. Следующий пункт моего путешествия – курорт Кайо-Коко. Это остров в центральной части Кубы, известный своими гостиницами, работающими по системе «Все включено». Курорт связан с большой землей искусственной дорогой длиной в 27 километров. Я не стал изменять традиции и выбрал отель Мелия на острове Кайо-Гильермо. Береговая линия здесь очень похожа на Варадера, но песок здесь еще белее, как мука. Кроме того, на острове множество кокосовых пальм, и когда в отеле устраивают тематические кубинские вечеринки, кокосы для гостей срывают прямо с них. Именно на этом острове у меня было одно из самых роскошных погружений в Карибское море. Красивые экзотические рыбки, морские звезды, кораллы, гигантские раковины – все это здесь можно буквально трогать своими руками. И вода здесь невероятно чистая, словно кристалл. Кайо-Гильермо останется в моей памяти как место, где сбылась моя мечта – еще раз поплавать с дельфинами. Дельфинарий расположен буквально в 5 минутах езды от отеля Мелия Кайо-Гильермо. В состоянии полного спокойствия и душевного равновесия я провел несколько дней в Кайо-Гильермо перед долгой дорогой домой. В конце поездки, оценив все, что было увидено в этой стране, я понял, насколько все-таки она недооценена туристами и каким огромным потенциалом развития она обладает. Безусловно, это одно из тех мест, куда я непременно вернусь снова.